Які байкер не любіць хуткай язды? Напэўна, такіх няма, але... Ну, вам никто этого не скажет. Байкеры ў перавышэннях хуткасці, вядома, не прызнаюцца, а таму на дарогах Гомеля чарговая праверка. Под контролем ДАИ водительские поводины и стан транспортных сродков. Цели данного мероприятия – это пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделено это управление мототранспортом без водительских удостоверений в состоянии алкогольного опьянения, также без мотошлемов, особенно с переоборудованной выхлопной системой, либо другими конструктивными изменениями, а также скоростных ограничений. Хочу призвать всех водителей мототранспорта быть более внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, потому что в отличие от автомобилей мотоцикл не имеет пассивных средств защиты. В случае даже самого незначительного ДТП мотоциклист получает значительные телесные повреждения. Опытный байкер Владимир на штрафные санкции не нарвался. Признается, хуткость даспадобы, але жыццё даражэй. Дае параду. Хуткасны режим плюс этика на дороге допомагают бяспечна добраться до мэты. Знаете, надо уступать, как говорится, лучше в 6 дома, чем полшестого не дома. Лучше, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Это спасает не только нас, но и остальных участников дорожного движения. Поэтому надо быть более-менее культурными, соблюдать не только правила дорожного движения, но еще такое, как понимание, этику на дороге. То есть иногда и где-то кого-то лишний раз пропустить. Молодая мотоледи Ася за рулем двухколовага сябра крыху больш за год. Дзяўчына неяк чула аб прадузятым стаўленні да блондынак за рулем. Паказвае, сяброка падарыла імунітэт. Вось такі шлем брунеткі. Жартуе, галаўны убор дае падвойную абарону. А вось да папулярнага, але забароненага мототюнингу байкерша ставіцца адмоўна. Если этот тюнинг идет в плане шума, то где-то этот шум, да, выглядит эффектно, особенно на каких-нибудь мероприятиях. А повседневно это иногда очень неудобно. Иногда этот шум, он и вправду мешает. Особенно семьям, у которых дети, ибо этот шум, он напрягает. Шумамір пазіцыю аўталедзі пацвярджае. Дэцыбелы ў норме. На табло 60 дазваляецца не вышэй за 96. Між тым, за паўгадзіны рэйду ніводнага парушальніка супрацоўнікі ДАИ пакуль што не выявілі, але яны ўсё ж такі ёсць. Іх транспартныя сродкі трапляюць вось на гэтую штрафстаянку. Як правіла, кіравалі імі нецвярозыя вадзіцелі ці зусім бяспраўнікі. Дарэчы, у абласную статыстыку ДТЗ за першае паўгоддзя трапілі 25 матацыклістаў. А значыць, такія раптоўныя праверкі на дарогах працягнуць. Ірына Драбушэўская, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».